Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что за мужчина часто думает о вас? Кто он такой, да, и что он думает о вас? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну венец, конечно, интересный вышел. Обратите внимание, видите эту пару. Но он не просто думает, девочки, он не просто думает, он еще и мечтает. Мечтает именно о вот этом. Быть в паре, быть вместе. И смотрите еще, да, видите, вот тут у нас голубь, да, ангел. Он не просто мечтает, да, он не просто думает, он еще и молится за то, чтобы быть с вами вместе. Ну, давайте пойдем по порядку. Я начну с вашей стороны и с вашей характеристики. Вот как показал песок. Вас показывает человеком немножечко уставшим от мужчин, человеком слегка, а у кого-то и даже не слегка разочарованным в отношениях, в браке, в противоположном поле, даже в жизни какая-то разочарованность чувствуется. Непростой путь вы прошли, непростая доля вам выпала, но вы совсем справились, вы молодец. Вы своего добились, либо свое отбили. Да, я вижу, что кто-то прям боролся за себя, за своих детей, за право жить, да, за право жить, за право существовать. Вынесли, конечно, на своих плечах столько, что любому мужику и не снилось. Может быть, даже и десятку мужиков не снилось. За вами стоит ваша семья. Вернее, знаете, как вы стоите, да, закрываете собой всю свою семью, всех своих дорогих, любимых и близких людей. Вы человек какого-то, ну, я не знаю, божественного терпения, по-другому и не скажешь. Вас испытывали, вас, ну, просто каленым железом, да, пытали люди, которые встречались на вашем жизненном пути, особенно в любви у вас такое было. Много больки вам причинили, много вы повидали, кто-то прям и выплакал очень многое. Но, тем не менее, себя сотворила сама, своими собственными руками. Для людей, которые вас окружают, вы просто небожитель, вы образец, вы икона, понимаете? Да, пусть не говорят, хотя я вижу, что, скорее всего, говорят. Может быть, вы не принимаете, может быть, думаете, что это лесть. На самом деле это правда. К вам относятся именно как иконе, а вас говорят как о иконе. Образец не даже не для подражания, а как бы это правильно сказать, да? Вы такой задаете тон, который просто невозможно повторить. Да, к нему нужно стремиться, но повторить его практически невозможно. Вас, кстати, Боженька поцеловал. Вы одаренный человек. Понятно, что вы все разные, и каждая из вас одарена в своем направлении, но, тем не менее, дар здесь читается, чувствуется, он прям ощущается. Вам, кстати, неоднократно об этом говорили. Не только, например, предсказатели, да, но и люди, которые вас окружают. И это все правда. Это все правда. Так, еще по вам. Сейчас у вас в голове какая-то идея, какая-то мысль, либо какая-то просьба, обращенная к небесам. Вы об этом думаете, вы к этому идете, вы к этому стремитесь. Есть небольшие препятствия на пути. Ну, это ерунда, вы не такое проходили, да, вам-то бояться не стоит. По поводу личного. Знаете, как и хочется, и колется. Конечно же, вот положа руку на сердце, хочется теплых, добрых отношений. Хочется просто вот человека рядом, там, не знаю, посидеть, поговорить, знать, что ты не один, не одна. Но при этом вы не готовы абы с кем.
Абы кто уже был и неоднократно был в вашей жизни. Вы уже об этих абы кто обожглись, дай Боже. Вы больше такого не хотите, повторов не хотите. А кто-то вообще выбрал такую политику, да, лучше одна, чем с кем попало, да. К этому вы идете. Вы, кстати, очень много отметаете поклонников. Не замечаете, отметаете. Глаз у вас такой, знаете, наметанный. Вы когда людей за 3 секунды определяете. Вот что за мужик перед вами. Так посмотрела и сразу все. Вывод. Причем такой в соточку, понимаете, 100%. Вот как вы подумали, так оно и есть. Но при этом есть и неплохие кандидаты, ну, либо не дотягивают, и вы просто не хотите связываться, либо вы действительно занимаетесь своим делом, реализацией своей мечты, своего желания. Как бы говорите, не хочу время тратить, да, сейчас опять отмою, накормлю, почищу, пристрою, да, человек по итогу окажется никчемным. Так вы относитесь. В вашей жизни была любовь. И любовь была очень сильная. Кстати, у кого-то дважды была. Очень сильная любовь. Но вот чем сильнее любовь была в вашей жизни, тем больнее она для вас заканчивалась, либо больше травм вам наносила. Один из мужчин, с кем вы были в прошлом, он о вас думает постоянно. Думает в таком ключе. Дурак, я дурак. Как я мог? Я упустил свой шанс. Я упустил свою возможность быть счастливым. Со мной рядом была не просто женщина, а богиня. А я вместо того, чтобы молиться на нее, носить ее на руках и целовать ей руки, я делал ей больно, я ее обманывал, я ее, скорее всего, еще и предавал. Да, ну, как бы обманывал, лгал, да, предавал ваши мечты, надежды. Либо, ну, действительно предавал с другими женщинами, либо с другой женщиной. Человек сейчас в каком-то, ну, просто критическом состоянии, знаете, как говорят, между смертью и жизнью, да. Человек, у которого перед глазами пролетела вся его жизнь, вот прям детально пролетела. Есть что вспомнить, есть за что постыдиться и есть за что себя корить. Человек, который в данный период времени лицом смотрит в сторону неба, обратил лицо к небу. Знаете, как будто бы уже нет ни единой надежды, ни единой возможности, и только осталось уповать на Бога. Скорее всего, человек был неверующий, либо человек, знаете, такой, ну, типа для галочки, да, для галочки. Может быть, и крестик носил, может быть, даже и в храм ходил, но это все было для галочки, да, для каких-то своих понтов. А вот сейчас, когда жареный петух в попу клюнул, да, когда припекло, да, когда все там дружки отвернулись, там, кто там рядом с ним был, все отвернулись, вот он и к Богу-то и обратился, да. Стоит коленопреклонно, слезы льет, за прошлое кается. За прошлое. Чем больше он кается, чем больше он обращается к Богу, тем больше он вспоминает о вас. Тем горче его воспоминания, потому что стало доходить до товарища, да, что это из-за вас, либо как в отместку, да, как бумеранг вернулся именно за вас. Что своими собственными действиями, да, своими собственными руками он растоптал свое будущее, свое счастье, свою единственную возможность быть счастливым человеком, реализованным человеком. Ведь вы, помимо того, что любили этого человека, вы ведь ему еще и удачу приносили во всех смыслах этого слова. С вами он был и сытый, и довольный, и холеный, и любимый. И ему везло, в делах везло, с людьми везло, да и советы вы классные давали. А теперь, да и обратиться некому, понимаете? А все он сам виноват. Слушайте, у меня так горле дерет. Возможно, у него проблемы с горлом, с голосом. Может быть, он сейчас в болезненном таком состоянии, когда очень болит горло. Либо он в месте таком находится, где очень плохое качество воздуха. В каком-то, знаете, истощенном состоянии он находится.
Кстати, у кого-то отыграется, что мужчина пытался выйти с вами на контакт, выйти на связь не в ближайшее прошлое, а, может быть, несколько месяцев тому назад, либо даже лет тому назад. Но вы прям так категорически нет и все. Нет и все. И не буду общаться, и, возможно, он через кого-то хотел наладить связь, но вы ему отказали. Знаете, как будто бы нету шанса, вообще никакого шанса нет. Он сейчас какие-то клятвы дает. Вот Всевышнему дает клятвы, что Боженька, спаси, да, либо верни мне эту женщину, верни мне эту женщину. И я стану хорошей. Я там брошу пить, я брошу морально разлагаться, я брошу там какие-то плохие действия. Я стану идеальным, да, все, что хочешь, сделаю, но только верни мне эту женщину. Дай мне возможность снова стать счастливым. Снова. Об этом он молится. А вы ведь, смотрите, вы его спасали. Вы его спасали. У кого-то прям в прямом смысле отыграется, что вы его спасли, с того света вытянули. Может быть, болел, может быть, в какую-то передрягу попал, а вы его вот прям тащили этого детину и вытащили, девочки, вытащили. А сейчас оно все вспоминается, да, все вспоминается. И причем так ярко, девочки, как будто бы это вот вчера было, либо сегодня утром. Все вспоминается. Да, чем дальше вы друг от друга, тем сильнее его тоска, тем жарче его молитва вот Всевышнему, да, по поводу вас, чтобы вернуться в вашу жизнь и опять быть с вами рядом. Знаете, говорит, я готов заплатить любую цену, я готов, на любое действие, да, лишь бы опять мы соединились, вас соединились. Вот это его мечта, видите? Он, вы вместе под одной общей крышей, и чтобы так, как через брак, да, либо через венчание, возможно, вы были вместе в браке, да, он как бы хотел бы все это восстановить. Есть ли в этом смысл? Это главный, ключевой вопрос. Но поскольку стрела смотрит справа налево, и смотрит она в стену воспоминаний прошлого, значит, все это можно разбить, перебить. Захотите ли вы? Навряд ли. Сможет ли он вас убедить? Тут 50 на 50, девочки. 50 на 50. Здесь главная загвоздка, чтобы вы его к себе подпустили. Есть ли смысл? Судя по новому человеку, который в вашей жизни либо уже появился, либо вот-вот появится, наверное, смысла никакого нет. Я не могу сказать, что вы злопамятная, нет. И не могу сказать, что вы не умеете прощать, скорее умеете. Вы такая, вы даете человеку и второй шанс, и третий, возможно, даже сотый. Но когда лимит вычерпан, вы становитесь очень жесткая. И этому научила вас жизнь. Если вы этому мужчине в очередной раз откажете при его попытке с вами выйти на контакт, на вас никто не осудит. Абсолютно никто. Вы имеете на это право. Если же вы пойдете с ним на контакт, я думаю, что вы не будете рады, потому что мужчина сразу начнет навязываться вот в пару, а давай вместе жить, а давай опять будем вместе, а давай вот прям восстановим все от и до. Вы этого не хотите. Не хотите. У вас от него испуг остался, от этого мужчины. Одна мысль, что опять я с этим мужчиной буду под одной крышей, у вас прям мурашки идут по коже, да, волосы дыбом становятся. Очень, кстати, поучительная отсыпка, да, о том, что не плюй в колодец, он тебе еще пригодится. Вы максимально вложились в этого человека. Его полезный коэффициент, он не нулевой, он даже минусовой. То есть, знаете, он вами попользовался, забрал ваши лучшие годы, забрал вашу любовь и сделал ноги, да, либо какой-то очень некрасивый поступок, а может быть и не один. Вот за это его и наказывают, за это ему так плохо. И самое интересное, что он это уже все понимает. Понимает. Да, такая странная отсыпка, она показали того, кто грешен перед вами. Девчонки, кто понял, о ком я говорю, если вы не отпустили воспоминания, отпустите. Вот прямо сейчас, когда мы делаем эту отсыпку, отпустите эти воспоминания.
Я не призываю простить, я призываю проститься с этим человеком, да? Отпустить его на все 4 стороны. Ведь у вас, как ни крути, а все-таки, видите, есть узел между вами. Вот это он на коленях, видите, вас просит. И вы, видите, в таком положении, когда вы пытаетесь вырваться из плена вот этих воспоминаний, либо мыслей об этом человеке. А вот он узел между вами, да? Узел, якорь, вот что вас держит на привязи с друг другом. Здесь нужно просто отпустить этого человека. Вот поблагодарить мысленно, да, за то, что он вас научил, такую жесткую школу вам преподал, такой жесткий урок. Поблагодарите и отпустите. Все, как будто бы, да, вообще это не с вами было. Там, по телевизору, в сериале видели. Вот так к этому относитесь. А отпустите. У вас на горизонте новый мужчина идет. Мужчина. Либо уже вы знакомы с этим человеком, может быть, даже встречаетесь, там, переписываетесь, в интернете познакомились. Либо вот-вот у вас идет встреча, знакомство. Но мужчина, кстати, судьбоносный. Судьбоносный во всех смыслах этого слова. Он очень круто может поменять вашу жизнь. Прям с ног на голову перевернуть. В хорошем смысле этого слова. Пока вы на вот этом узле сидите, да, привязаны к этому узлу, новому мужчине будет сложно с вами выстраивать отношения. Даже не ему, а вам с ним будет сложно выстраивать отношения. Вы погружены в негатив, в негативные воспоминания, в негативные мысли. Смотрите, то дело, о котором я говорила в начале, да, либо это ваша мечта, идея, она 100% реализуется. Она может реализоваться быстрее при помощи этого нового мужчины, либо медленнее, если вы будете делать все это самостоятельно. У вас впереди прекрасная новая жизнь. Прекрасная. Отпустите, отпустите. Мысли дурные отпустите. Поверьте, он без наказания не останется, тот, кто вас обидел. Да вообще, в принципе, кто вас обидел, без наказания не останется. Будь то мужчина, будь то женщина. За вами ангел мести стоит. Потому что вас несправедливо наказывают. Вы человечек такой особенный, вас вообще нельзя наказывать. С вами нужно только полюбовно все вопросы решать. Вот вспоминайте свое прошлое, да, и чем заканчивали ваши недоброжелатели, враги, либо те, кто вам зло причинял. Вот чем они все закончили, где они сейчас, что в их жизнях произошло. Это правда, так оно и есть. Вообще нельзя творить зло по отношению к вам. Вообще, в принципе, никому нельзя, но вот к вам особенно нельзя. Вы очень благостный человек. Так, мои милые, ну, человек получил по заслугам, а у вас вся жизнь впереди. Давайте еще на оракуле я для вас возьму либо подсказочку, либо советик. Вот что пойдет, то я вам и передам. Потому что девушка, вы огонь. Девушка с прекрасным будущим, женщина с прекрасным будущим. Просто немножечко вы никак не можете отпустить вот эту привязку, да? Слишком вас заякорили ваши беды, либо люди, которые причиняли вам беды. Подвязаны вы на эти беды. Давайте посмотрим. Клевер. Я заметила, вот именно на красном песке очень часто выходит эта карта. Эта карта обещает вам и успех, и счастье. Ведь листочек клевера, четырехлистник, он приносит действительно везение. Клевер, кстати, отвечает и за хорошее здоровье, и за денежную составляющую, да, за денежное наполнение. Вот оракулы говорят: ничего не бойся, все будет у тебя замечательно. Особенно не слушай, что говорят вокруг, да, людей не слушай. Почаще бывай в местах отдыха, в местах, где есть живое общение. Тебе нужно общаться, а не слушать. Да? Вот что обо мне говорят, я не слушаю, вообще не воспринимаю, критику не воспринимаю, там, сплетни не воспринимаю. Я общаюсь, вот как я хочу, как мне нравится, с кем мне нравится. И вот вышла карта собаки. Это новый человек в вашей жизни, преданный человек. Человек, с кем у вас будет и дом, и счастье, и любовь, и верность. То, что вас ждет. Так, ну давайте еще посмотрим по поводу этого мужчины, который о вас постоянно вспоминает, думает, что с ним. Вот что с ним. Судьба. Это его судьба, это его тяжелая карма. Расплата. Расплата за то зло, которое он вам причинил. Конечно, расплата. Ничего хорошего его не ждет.
абсолютно ничего хорошего не ждет. Вы с этого якоря спрыгнете, с этой завязки, с этого узла спрыгнете, а он нет. Нет, такая его доля. Знаете, какой-то ему идет дом, казенный дом, где он в одиночестве будет коротать свои дни. Ну, что заслужил, то и получай. Что заслужил, то и получай. Так, ну еще вам послание от вашего ангела. Жди, вот новый человек. Всадник на пороге. Новый человек идет в вашу жизнь. Кольцо, мои хорошие, Боже мой. Быть вам счастливой, быть вам замужней. Ой, получить вам все то, чего вы хотите в этой жизни. Все будет, мои хорошие, все для вас. Для хорошего человека небеса всегда открыты. Знаете, у меня вообще такое ощущение, что ваше время пришло. Время вашего расцвета. И в комментариях не надо писать про возраст. Понимаете, пока мы живем, все возможно. Все возможно и все бывает. Пользуйтесь этим моментом, не упустите его. Нового человечка мимо не пропускайте. Ведь именно он подарит вам счастье. Именно он докажет, да, что не все мужчины одинаковые. Кстати, с этим мужчиной вас ждет какой-то глобальный крутой переезд. Переезд, понимаете, новая жизнь с новым мужчиной в новом месте и по-новому. Вот что вас ждет, мои хорошие. Да, еще тут корабль, видите? Точно переезд будет. Возможно, переедете в шикарные апартаменты, да, в шикарный дом, дворец. Либо переедете в какую-то благополучную местность, да, где все у вас будет просто замечательно. Хорошему человеку хорошее будущее. Да будет так. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.